all the indicators, and we heard many of these today in this event about women in energy pushing the limits, is that a company with a strong gender balance is a company that performs better. So in NCOC, like I think all other companies in Kazakhstan and in the world, we have to do better in this area because we've made progress, but we're not there yet. Главным фактором это то, что гендерный баланс, он на самом деле приведет к достижению устойчивого развития, это раз. И второй момент, это приведет к успеху с экономической точки зрения, потому что мы недоиспользуем человеческий капитал женщин, их потенциал сейчас он не используется в равной мере. Социальная часть тоже коррелируется с экономической частью, но она тоже очень важна. И мы должны понимать, что гендерный баланс, он полезен, важен и играет очень большую роль как для государства, для компаний и для институтов семьи. Первое – это, наверное, все-таки принимать в стратегии компании именно тематику гендерного баланса. Сейчас уже сделано немало исследований о том, что когда больше женщин входит в состав директоров, в состав управления компании показывают наилучшую экономическую прибыль, улучшают свои показатели, как экономические, так и свою операционную деятельность. Второе – это все-таки поработать над культурой в наших компаниях, в нашей отрасли, говоря о нефтегазовой отрасли. Зачастую женщины недополучают поддержку и в семье, и в руководстве компании, в своем коллективе. Женщины способны, женщины умеют руководить, однако необходимо создавать для них условия. Наше сообщество видит своей целью поддержки компании в достижении цели увеличения числа женщин-руководителей до 35%. К концу 2024 года. В соответствии с этим наши программы включают в себя по большей степени образовательные направления, где мы расширяем осознанность сотрудников, доводим до их сведения ценность и важность этого момента в корпорации. Соответственно, мы проводим и коучинг, и менторинг также для женщин, будущих женщин-руководителей.